стою уже с полчасика. Остановился только один джип, но там у них места вообще не было. Сейчас не знаю, сколько я простою, что-то надежды особо нет. А что-нибудь да остановится, надеюсь. Все, уже с часик стою. Поменял позицию. Без толку что-то. Машин сегодня нет, вообще нужных машин нет. Все либо забитые, либо цистерны. Таких среднетоннажных нет машин. Посмотрим. Ветер сегодня холодный. Ну, главное, дождя нет. Все, никого нет до сих пор. Остановился один пикап метров 50. Я только начал велик брать, чтобы к нему подбежать, а он уехал. Сорвалась рыбка. Поэтому автостоп, он очень похож на рыбную ловлю. Нужно знать место, где стоять. Но сегодня у меня что-то пока не получается. Ну, трафик какой-то не такой маленький. Наконец-то, слава богу. Пока не знаю, куда едем. А Нин Цанча? А? Нин Цанча? Почти 2 часа простоял. Наконец-то сели, поехали. Сейчас не знаю, до Чанши или куда. Велосипед в багажнике там колбасится. О, хоть согреюсь, тепло. А? Закинули меня в автобус. Водитель заплатил за меня, там сколько? 60 юаней, по-моему, 40 за меня и 20 за багаж, за велосипед. Едем до Чанши. Ну вот я первый раз по хайвею поеду. Хоть на автобусе. Тут еще Wi-Fi вроде бесплатный в автобусе. Здесь будет работать. Довезли на каком-то. Посмотрел на Google Maps, тут как Giant магазин недалеко. Сейчас пойду туда. Метрошку спустился. На другой сторону улицы надо перейти. Здесь тоже толком ничего нет. Из покрышек. Все 26-е. Вот я нашел какие-то, правда, шоссейные, но на 28 мне пойдет. Если на крайняк, их возьму. И есть, короче, еще этот на одном велосипеде мне подходит. Вот я сейчас пытаюсь и уговорить, чтобы можно было бы снять его. Вот здесь вот. Вот. Я бы их взял две. Они 700 на 28, маленькие, но
Лучше, чем те шоссейные, там на 23. Ну дай бог, чтоб разрешили. Хозяина магазина самого нет, короче, там то ли жена его походу. И снять не разрешила. Вот она меня сейчас куда-то с покрышкой что-то долго объясняла, куда-то пройти. Что-то должно быть, какой-то еще магазин здесь рядом. На бумажке написала. Сейчас иду, смотрю, что здесь может быть. Еще один магазин нашел. Вот она куда показывала. Ничего нет, вообще покрышек там нет. Ну вот, поставил шоссейную, чтобы хоть как-то передвигаться по городу. Выбора не было. За 600 рублей она мне обошлась, она кендовская, по-моему. Блин, а? Вот Китай. Сейчас будет встреча. Только мне написал Алексей Ландрес, белорусский путешественник, велопутешественник из Минска, что он тоже в Чанше сейчас. Мы ехали параллельно, он ехал из Шанхая. Я, честно, не думал, что он поедет на Чаншу. Я думал, он сразу поедет на границу вьетнамскую. Вот, он мне сейчас написал, он где-то в Хосте. Вот он меня позвал. Вот сейчас еду. Очень здорово. Ну вот и Леха как раз. Вот и Леха. Пришли тут нашли мне ночлег. Самый лучший ночлег. Да, сидим вот тут в каком-то классе. Сейчас пока я еще не понял, я вообще еще у меня... Это школа, небольшая школа, вот, где, можно сказать, дополнительные классы, когда после школы дети приходят и занимаются тут. Вот. Да, так что сегодня ночую здесь. Но еще поговорим с Лехой, сделаем какое-нибудь мини-интервью, да? Да, можно будет, конечно. Если будет. Ты сегодня будет время. Ужинал еще? Нет? Я уже ужинал, да, но я не знаю, может мы еще выберемся. Но я, как понимаю, не кушал. Я сегодня вообще не кушал ничего, так что еще чем-нибудь У меня мандаринки есть. Да, мандаринки это не еда, так. Начинается процесс активной стирки, пока есть возможность. Сейчас закинули в машину. Вот здесь класс английского языка. Учит маленьких китайцев языку. Вот у Лехи велосипед. Четкий. You're very smart. Красавец. Тоже. I'm solving the problems every time. Но более профессиональное, конечно, снаряжение такое для велопутешествия. Almost the same, yeah. Very cool. Very cool. Yeah. It's all set. Yeah. Машинкой тут проблема. Все уже. Решили все. Решили все проблемы. Стираются мои вещи. Я счастлив. Безмерно счастлив и доволен. Сейчас надо сходить поужинать, пообедать и позавтракать сразу. 3 в одном. Вот сейчас зашли с Адамом. Это у него английское имя Адам. Инсун. Chinese name. Китайское имя. Вот сейчас опять лапши взял. Посидим чуть-чуть и пойдем дальше. Уже домой. Там посмотрим, что делать. С Лехой встретимся как раз и обсудим планы, будущие, прошлые, настоящие. Все, Адам оставляет меня одного здесь, стираться, мыться. Давай. Разгребаю свое барахлишко. Капитальная очистка, ПХД, как говорится, в армии. Все чищу. Много чего надо выкинуть. Ну, не выкинуть, избавиться. Много от чего. Ох, сегодня был трудный, насыщенный день. Надо спать, не выспался. Вроде все закинул, все сушится на балконе. Как там балкон? Там лоджия. Дождя вроде нет, все нормально.
Но прохладно, похолодало, такой ветер холодный надувает. Все, Леха завтра остается еще. Он хотел завтра поехать, но он завтра остается, говорит, ради меня. Будем гулять по городу, как раз мне покрышку надо посмотреть нормальную. Завтра тоже будет насыщенный день. А сейчас надо спать, уже 2 часа ночи. Фух. Капец, это что, у них тараканы что ли здесь такие? Офигеть. Что-то боюсь я здесь спать. Тараканище меня не съест, надеюсь.